О самых заметных событиях четверга, 6 апреля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Съезд сельхозтоваропроизводителей Якутии завершился пленарной сессией. Какие вопросы волнуют представителей отрасли и какие решения приняты на съезде? Врачей не сеют и не жнут. Острая нехватка медперсонала ощущается в отдаленных населенных пунктах республики. Весенний проект нашей компании немного помог решить проблему. 60 лет со дня образования отмечают следственные органы в системе МВД России. Расскажем о следователе в Мирнинском районе. 10 хозяйств республики получили грантовую поддержку от главы Якутии, среди них и фермер из Нерюнгри. На какие цели он направил средства? Прекрасная возможность увидеть вживую знакомые с детства картины. Свыше 80 работ живописца Ивана Шишкина выставили в Национальном художественном музее Якутии. Съезд сельхозтоваропроизводителей Якутии завершился пленарной сессией. Как отметили сами участники, это значимое событие, так как прошло в формате съезда впервые за десятилетие. Об актуальных вопросах сельского хозяйства в республике и итогах съезда расскажет Юрий Осипов. В Якутск съехались представители сельского хозяйства со всей республики. Вместе с руководством региона, а также представителями федеральных сельскохозяйственных кооперативов, аграрии Якутии смогли обсудить насущные вопросы. Сейчас в сельском хозяйстве затруднения имеют погодные условия. Да? Нынче снега очень много, поэтому зимовка скота и лошадей в основном очень затруднительна. Поэтому средства, которые были предусмотрены государственным бюджетом, необходимо предоставить хозяйствам своевременно, это не позднее марта месяца. В рамках съезда были проведены совещания, круглые столы, семинары, а также пленарное заседание. На съезде были представлены 3 трека: начинающие фермеры, кооперация, а также трек для глав и начальников сельского хозяйства. Чтобы укрупниться, нам нужно кооперироваться, да? Поэтому представители приехали с Москвы, поэтому все вопросы касаемо кооперации, конечно, для нас очень насущны и очень важны. Поэтому в первую очередь я участвовал именно во 2-м треке. Были очень много вопросов, которые мы, оказывается, не понимали, но тем не менее получили разъяснение в полном масштабе. Аграрная сфера всегда была, есть и будет важнейшим приоритетом республики. Именно так глава региона обозначил ценность деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. С 2018 года финансирование местного производства увеличилось более чем на 35%, с 10,5 миллиардов до 14 миллиардов 200 миллионов рублей. Аграрный сектор Якутии должен вносить свой вклад в решение общегосударственных задач, прежде всего в обеспечение продовольственной безопасности. Производить как можно больше сельхозпродукции, обеспечивать жителей республики качественными продуктами местного производства – вот ключевые задачи, которые ставятся перед вами, уважаемые товарищи. По итогам работы было принято множество решений, в их числе продолжение поддержки специализированных скотоводческих хозяйств, доработка методики расчета нормативной штатной численности муниципальных казенных учреждений, а также организация работы по созданию регионального агробиотехнопарка. Юрий Осипов, Татьяна Филиппова, Джилустан Иннокентьев, Якутск. В Музее «Россия. Моя история» открыли межведомственные опытно-исследовательские учения «Силы средств единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в арктической зоне». В Якутии проходит неделя безопасности в Арктике, в рамках которой состоялись опытно-исследовательские учения. Завтра, 7 апреля, запланированы практические мероприятия в поселке Батагай. Там пройдет ликвидация условных пожара на нефтебазе и разлива нефтепродуктов. Учения проведут на территории 9 субъектов арктической зоны России. По замыслу проекта предстоит решить опытно-исследовательские и практические задачи, связанные с апробацией или сравнительными испытаниями конкретных образцов техники, оборудования, экипировки и снаряжения. Опытно-исследовательские учения МЧС касательно Арктики разрабатываются во всех регионах, все новинки, что можно применить для условий Арктики. А так как у нас в республике очень серьезные научные силы, Северо-Восточный федеральный университет, Якутский научный центр, целый ряд институтов, есть технопарк, есть
практикующие компании и которые привыкли работать при экстремальных условиях, поэтому их опыт очень интересен. И как раз 5-й Северный форум по устойчивому развитию, который планируют в ноябре в Якутии, посвятят вопросам жизнеобеспечения арктических городов и поселений. Об этом сообщил исполнительный директор форума Владимир Васильев. Он отметил, что в рамках Северного форума в этом году создана рабочая группа по развитию арктического туризма. В состав группы вошли эксперты со всей страны, федерального, регионального и муниципального уровней. Кроме того, в планах создание постоянной площадки на форуме совместно с представителями МЧС России. В наше время как никогда актуальны вопросы военно-патриотического воспитания. Необходимо возродить в образовательных учреждениях подготовку юношей к службе в рядах российской армии. Об этом заявил председатель Совета директоров акционерного общества «Ленское объединенное речное пароходство» Афанасий Владимиров. Он добавил, что это усилит меры поддержки бойцов и их подготовку не только к жизни, но и к защите Отечества. Сейчас, как никогда, нам необходимо всем приложить усилия. В первую очередь, это, конечно, Министерство образования, Министерство молодежи, но и на уровне муниципалитетов. Есть у нас хорошие общественные организации, такие как ДСААФ, соответствующие ветеранские организации, в которых есть специалисты, активисты, готовые дать свои знания, опыт молодому подрастающему поколению. Поэтому необходимо нам вместе, власти, обществу, предприятиям, разработать соответствующую программу военно-патриотического воспитания. 60 лет со дня образования отмечают следственные органы в системе МВД России. Работа следователя сложная и требует не только юридического образования, но и таланта, упорства и настойчивости. В Мирнинском отделе полиции более 10 лет добросовестно несет свою службу капитан юстиции Алексей Бабушкин. Почему освоил профессию следователя и как организована эта работа, он рассказал нашему корреспонденту Анне Васильевой. Кражи, грабежи, разбои, причинение тяжкого вреда здоровью, распространение наркотиков, мошенничество – вот те преступления, которые приходится расследовать капитану юстиции Алексею Бабушкину. В 2019 году был назначен на должность старшего следователя. В 2021 году назначена должность начальника отделения Следственного отдела МВД России по Мирнинскому району. Работа наша заключается в том, что следователь, он расследует уголовные дела, направляет уголовные дела прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего направляется дело в суд для рассмотрения по существу. Сложная профессия следователя требует постоянного общения с разными людьми, поэтому нужно быть психически устойчивым и, не менее важно, работать в сплоченном дружном коллективе. Сегодня следственный отдел по Мирнинскому району состоит из 14 сотрудников. Органами предварительного расследования в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации расследуются уголовные дела категории тяжких преступлений, средней тяжести и иногда небольшой тяжести. Это, как правило, преступления против личности, это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Большой процент завершенных дел – отличный показатель успешной работы. Алексей Бабушкин – один из лучших следователей в Якутии. Несомненно, в любой сложной работе нужен надежный тыл. Для нашего героя это любимая семья, которая поддерживает и помогает во всем. Они уже, наверное, привыкли, понимают, что работа нужна, того стоит, и понимают, входят в положение, ждут. В свободное от работы время, конечно, уделяю семье, пытаюсь проводить свободное время с семьей, с детьми. Сегодня в профессиональный праздник Алексей также усердно работает. Ведь кроме следователей никто не раскроет преступление, а значит, не защитит права и свободы человека и гражданина. Анна Васильева, Мирный. Врачи и не сеют, и не жнут. Острая нехватка медицинского персонала ощущается в отдаленных населенных пунктах республики. Временные меры по отправке медицинских десантов по районам Якутии приносят свои плоды.
Однако иметь специалиста на месте куда важнее, чем ждать следующего приезда. О визите медиков в Алданский район расскажет Надежда Саханская. В рамках проекта «Весна на НВК» бригада врачей из Якутска отправилась в Томот, чтобы провести на базе местной больницы осмотр пациентов и назначить им предварительное лечение. Как отмечает персонал Томотской больницы, такие мероприятия необходимо проводить чаще, так как в населенном пункте очень остро поставлен вопрос о нехватке кадров. Для нас первый опыт данного мероприятия. Я считаю, что это очень положительный момент для нашего города и для здравоохранения в целом. То, что узкие специалисты приезжают на места, это здорово. Мы со специалистами, которые на местах здесь, с терапевтами, хирургами, лор-врачами, да, специально подготовили пациентов, которых необходимо показать узким специалистам. Но также было еще много желающих, которые и не звонили, и не записывались, просто по средствам массовой информации услышали оповещение и пожелали прийти. Укомплектованность врачей на сегодняшний день составляет 70%, но все равно чувствуется острая нехватка специалистов, так как некоторые приезжают врачи сюда по 2 раза в неделю из Алданской центральной районной больницы, а для пациентов это тоже что-то вроде отдельного квеста, потому что попробовать записаться на ту или иную процедуру – это тоже большое дело, вследствие чего возникают проблемы. И вот нехватка кадров – это то, на что действительно жалуются граждане, жители города Томота. У нас вообще нет ни гинеколога нету, никого нету. Вообще никого вообще нет специалистов. Я уже за полгода съездила 3 раза в Благовещенск на обследование. Уролог нужен обязательно. Очень много. Поэтому, конечно, почаще приезжайте к нам. Спасибо. Вот вы как снимаете и спросите, почему нет врачей? Больница новая, кабинеты хорошие. 4 этажа, значит, и врачи должны быть. В чем причина? Причина кроется в зависимости Томотской больницы от Алданского районного учреждения здравоохранения. Мы хотим улучшить работу нашей Томотской городской больницы. Вы знаете, у нас сменилось руководство 3 года назад. И вот за 2 года работы с нашей Томотской больницей уволилось 26 человек. У нас, как депутатов городского совета, будет обращение к главе республики к Александру Сергеевичу и правительству республики о рассмотрении вопросов отсоединения от ЦРБ Алдана больницы и присоединения статуса отдельного юридического лица нашей больницы. Тем не менее, в районе активно работают программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор». Глава города Томот дает гарантии, что все молодые специалисты будут обеспечены жильем и рабочими местами по приезде в населенный пункт. Однако, несмотря на жалобы жителей города и пустые кабинеты врачей, стоит дождаться выездной оценки Минздрава, чтобы впоследствии выработать адресные меры поддержки районам нашей республики. Надежда Саханская, Сергей Шипачев, Томот, Алданский район. Снова переносимся в Якутск. На тротуарах Сайсарского округа работает техника под названием «Ледокол». Оборудование предназначено для очистки от наледи и спрессованного снега тротуаров, ступеней и площадок. Новое оборудование приобрела управа Сайсарского округа, чтобы облегчить работу муниципальных дворников. Как сообщили работники, удаление ледяной корки производится аккуратно, без повреждений очищаемой поверхности. В настоящее время с помощью ледокола убраны тротуары улиц Каландришвили и Кеши Алексеева. Данное оборудование разрыхляет спрессованный снег. Результатами очень довольны, так как это довольно-таки серьезно облегчает работу руками для дворников. Так как оборудование показало себя с очень положительной стороны, в дальнейшем планируем на следующий год еще тоже несколько штук закупить. Озеленение территорий, поддержка экологических лагерей и экспедиций, а также регулярное проведение масштабных акций. Алроса совместно с Министерством экологии и Фондом экологической безопасности Дальнего Востока ежегодно организуют уникальные проекты по охране окружающей среды. О том, каков план мероприятий в этом году, в материале Светланы Амосовой. Алроса ежегодно разрабатывает план социально-экологических мероприятий по сохранению хрупкой якутской природы и окружающей среды. Уже на протяжении нескольких лет компания работает по трехстороннему соглашению с Министерством экологии и природопользования, а также с Фондом экологической безопасности Дальнего Востока.
В 2015 году в регионе было организовано детское добровольное эколого-патриотическое движение «Зеленые пионеры Якутии». Из 2017-го проводятся республиканские слеты, основным партнером которых является «Алроса». Благодаря поддержке компании движением на сегодняшний день охвачены тысячи школьников со всей республики. В рамках поддержки они оказывают финансовую поддержку, да, по приобретению призов для победителей, брендированной одежды. Также в прошлом году проведена акция «Оберегай природу». Сотрудники экологического центра «Алроса» организовали для учащихся 8-11 классов 9 школ открытые экологические уроки. Активисты рассказали о значении природоохранной деятельности и продемонстрировали материалы о вкладе «Алроса» в защиту экосистемы Вилюйской группы районов. В этом году «Алроса» продолжит поддержку школьных экологических экспедиций и летних лагерей. В этом году мы планируем охватить 5 лагерей. Будем поддерживать оснащение. В прошлом году мы выделили ранцы, мини-лаборатории. Таким образом, с компанией «Алроса» совместно с фондом мы уделяем ежегодно помощь. Более того, при поддержке «Алроса» в кинотеатрах городов Мирный, Удачный, Айхал и Арылах в течение 10 дней проходили показы документальных фильмов на экологическую тему. А в этом году компания оказала спонсорскую помощь в создании документального фильма «Хозяин Арктики». «Хозяин Арктики» данный фильм выйдет в этом году. Это затрагивает природу Арктики и сохранение животного мира. Мы хотим показать там климатические изменения Арктики и загрязнение арктического района. Также одной из самых важных инициатив компании является поддержка специального отряда «Запад». Проект направлен на защиту диких северных оленей. «Алроса» организует мероприятия по информационно-разъяснительной деятельности, поддерживает рейды и оснащает инспекторов для научно-исследовательской работы. Ежегодно выделяется 1 миллион рублей на охрану диких северных оленей. Этой работой занимается специально созданной дирекцией биологических ресурсов специальный отряд «Запад», который пресекает браконьерство, ведет учет и мониторинг диких оленей, регулирует численность крупных хищников. Средства идут на снаряжение и технику выявления незаконной охоты в период массовой миграции оленей. Ежегодно компания выделяет более 6 миллиардов рублей на мероприятия, направленные на экологическую безопасность и охрану окружающей среды. Воспитание молодого поколения экологов является одним из них. Светлана Амосова, Андрей Неустроев, Якутск. Идем далее. Авиакомпания «Якутия» официально возобновила международные рейсы в Китай. Вылетели первые пассажиры из столицы региона в Харбин. Китай ранее закрывал границы из-за пандемии, но к началу текущего года власти стали ослаблять ограничения. И в настоящий момент Китай возобновил выдачу виз. Рейс Якутск-Харбин и обратно будет выполняться еженедельно по четвергам с 6 апреля по 11 мая. Министр по внешним связям и делам народов республики Гавриил Кириллин отметил, что регулярное авиасообщение между столицей региона и Харбином вернулось после вынужденного 3-летнего перерыва. 10 хозяйств республики получили грантовую поддержку от главы Якутии. Размер финансирования колеблется в диапазоне от 6 до 15 миллионов рублей. Эти денежные средства ориентированы на увеличение поголовья скота, покупку оборудования и транспорта и строительство хозяйственных помещений. В числе обладателей грантов фермер из Нерюнгри, продолжит Ирина Жданова. По поручению Айсена Николаева в Якутии поддерживают отрасли сельского хозяйства, в том числе и семейные фермы. И в этом году в Якутии уже было выделено семейным фермам более 127 миллионов рублей. Рабочий день на ферме начинается в 5 часов утра. Скотники убирают навоз, доярка моет и доит коров. После работники раздают корм. Сначала влажный комбикорм, потом сено. Телят кормят подогретым молоком, поят скот. Отелившихся коров доят 3 раза в день, остальных 2. Кроме крупного рогатого скота в хозяйстве также куры, утки, бараны и козы. Нужен ремонт, нужен капитальный ремонт. Вот если приподнять это здание, сделать немножко, чтобы были окна другие, чтобы можно было здесь дышать. А самое главное, у нас нет воды. Если будет у нас постоянный приход, постоянная будет вода, то будет намного легче.
Этому помещению более 50 лет. Построенное когда-то для нужд ГРЭС, хозяйство пришло в упадок. Фермер Асиф Гадиров своими силами привел его в порядок и начал разводить скот. Среди трудностей также отсутствие родильного помещения и воды. Полученный грант планирует направить на реконструкцию коровников, улучшение условий для работников, строительство административно-бытового блока. Продаем молоко, мясная продукция, полуфабрикаты продаем. Но это все мало, надо кормовая база еще надо делать, о котором я уже 2 года бьюсь, надеюсь, добьемся. Правительство республики поддерживает, но очень много волокит. Благодаря сельскому хозяйству и неустанному труду на прилавках магазинов всегда свежая продукция. Молоко, творог, мясо и полуфабрикаты. Продукция у нас своя вся, своего производства, вся молочка. Приходят покупатели, им очень нравится. Вот, как бы никаких не было, ни нареканий, ничего. То есть творог, молоко, сливки, брынза, все свежее, все свежего и своего производства. Благодаря грантовой поддержке фермеры смогут реализовать свои проекты, увеличить поголовье скота, условия их содержания, что в первую очередь скажется на объемах и качестве производимой продукции. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В актовом зале Республиканского лицея провели пресс-конференцию, а участниками выступили старшеклассники, которые стали призерами всероссийских и международных научно-практических конференций. Они рассказали ученикам младших классов, с чего начинать научные работы. Напомним, в этом году выпускник Республиканского лицея участвовал в конференции, провел исследования по биологии и химии и стал лауреатом 3-й степени. Также ученики 8 класса заняли призовые места на конференции в городе Саранске. Сегодня мы младшим классом рассказывали про сферу научных практических конференций. То есть мы рассказали о том, как именно рассказывать проект, как не волноваться во время рассказывания проекта, а также откуда можно выбрать проект. Свыше 80 работ известного живописца Ивана Шишкина выставили в Национальном художественном музее Якутии. Произведения доставлены из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. На открытии работала наш корреспондент. Впервые в Якутии открыта масштабная выставка картин и графики всеми известного художника Ивана Шишкина. Уникальный проект приурочен к 95-летию Национального художественного музея республики. Классическая музыка, приглушенный свет и особая атмосфера тонкого искусства. 33 живописные картины и 25 графических листов расположились в зале «Графика Якутии». Специально для экспонирования созданы все условия, в которых должны находиться произведения. Благодаря тому, что в прошлом году, к столетию ЯССР, мы сделали выставочный зал для Третьяковской галереи, благодаря правительству республики мы имеем сейчас возможность принимать музеи, крупные российские музеи, показывать такие шедевры. Выставка «Иван Шишкин» представляет хорошо известные произведения пейзажиста, гравера, одного из крупнейших мастеров реалистической пейзажной живописи из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Не просто было принять решение здесь об экспонировании произведений XIX века здесь, потому что очень большие расстояния между нашими музеями, 7,5 тысяч километров. Нам, если честно сказать, было боязно отправлять их сюда. Мы постоянно переживали, как они чувствуют себя в дороге. Все произведения благополучно за 1,5 недели доехали до Якутска и теперь украшают стены музея. Более того, специально для посетителей ботанический сад организовал интересную экспозицию. Сразу при входе в выставочный зал слева и справа подготовленное интерактивное пространство в виде тактильных природных материалов, таких как шишки, деревья, листья и семена. Также есть такая отдельная коробочка с запахами леса: лаванды, эвкалипта, можжевельника.
Действительно очень яркий запах. Когда к визуальному ряду добавляются обонятельные и сенсорные эффекты, то это позволяет более полно погрузиться в атмосферу выставки. Сменяются столетия, а искусство Ивана Шишкина по-прежнему остается популярным среди самой широкой зрительской аудитории и не утратило способности волновать людей. Первое впечатление, конечно, о том, что это подлинное, настоящее, ценное. Каждый раз, когда я пребываю в Национальном художественном музее, я пропитываюсь чем-то новым, какими-то новыми чувствами, новыми мыслями. Во мне тоже просыпается что-то такое творческое, наверное, глубинное. И самому хочется еще больше творить. Я считаю, что очень деликатно оформлены залы, потому что используется точечный свет. Для нашего музея это очень большое продвижение вперед. Посетить выставку можно будет с 7 апреля по 30 сентября в основном здании Национального художественного музея по адресу город Якутск, улица Кирова, 9. Светлана Амосова, Семен Семенов, Владимир Павлов, Якутск. И последнее. Правление Международного комитета учрежден знак отличия волонтера игр «Дети Азии». Знак отличия вручат волонтерам за активную работу и общий вклад в развитие игр. Специальный знак имеет 3 степени. Бронзовый за участие в 3 играх, серебряный знак за участие в 4 играх и золотой знак за участие в 5 и более играх. Для комитета волонтеры игр являются показателем преданности и вхождения в большую семью «Дети Азии». Они являются ее неотъемлемой частью. Именно поэтому мы учредили знак отличия волонтера. Приводятся слова президента Международного комитета Владимира Максимова. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы следим за развитием событий. Всего доброго и до свидания.